Эдиге долгие годы был фактическим правителем Золотой Орды и крепко держал государство под своим контролем. Казалось бы, ничто не может угрожать его могуществу. И хотя Тохтамыш не оставлял надежд вернуться на трон, Эдиге отражал все попытки бывшего хана пробиться к сараю. Тохтамыш был разгромлен, а впоследствии и убит войсками Эдиге. Но несмотря на успехи в борьбе с внешними соперниками, у Эдиге все чаще стали возникать противоречия и конфликты с собственными ставленниками, которых он сам привел к власти. Тимур-Кутлук стал слишком самостоятелен и был ликвидирован. Шадибек пытался избавиться от Эдиге, но был изгнан и убит, а Пулада сбросил с трона его старший брат Тимур. Тимур восстал против Эдиге за то, что Беклеребек сделал ханом не его, а Пулада, который был младше Тимура. Эдиге пришлось спасать свою жизнь и бежать из сарая. Эдиге скрылся в Хорезме, на южной окраине ордынских границ. Тимур послал за ним армию, которая окружила Эдиге в городе Ургенче, но тут Тимур лишился трона, и Эдиге спасся невредимым. Эдиге снова пытался, как он привык делать в прежние годы, провозглашать ханами новых кандидатов на свой выбор, но ни один из них не сумел надолго утвердиться в сарае. Там, в борьбу за престол, вступили сыновья Тохтамыша. Они ожесточенно сражались с Эдиге и друг с другом, и власть столицы менялась чуть ли не ежегодно. Вместе со своими ханами-ставленниками Эдиге пришлось скитаться по окраинам империи, безуспешно пытаясь вернуться в столицу. В конце концов, Эдиге погиб в схватке с войсками Кадыр-Берди.